Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сухум, Гагра и Гудаута переходят на интеллектуальный учет энергии. Вся правда о новой энергосистеме Абхазии. В Сухуме подвели итоги деятельности благотворительного фонда «Ашана». Морское сообщение между Сочи и Сухум возобновится с 15 мая. Президент Бадра Гунба провел совещание по вопросам внедрения цифровых технологий и создания технопарка. В обсуждении приняли участие премьер-министр Владимир Делба, министр экономики Теймураз Мигваби, председатель Государственного комитета по связи и цифровому развитию Роланд Бирулава, а также руководители профильных IT-предприятий страны. Глава государства подчеркнул, что без цифровизации системное развитие республики невозможно. По мнению Бадры Гунба, грамотное использование технологических решений станет мощным стимулом для роста экономики и качественной модернизации всех государственных институтов. Для достижения этих целей президент призвал консолидировать усилия всех отечественных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом. Участники встречи детально обсудили перспективы создания в Абхазии современного технопарка. Кроме того, на совещании озвучили инициативу по формированию профильного совета при президенте, который на регулярной основе займется вопросом внедрения и масштабирования цифровых технологий. Приоритет считазмо астару кашарта дара экономика и выпшим хахартака ахам айзхара астару кахандрилат что вы айзхара успеем тиящишало технологию кахархо ка и выпшим ханткара корча хойдерхо азнейщука и выпшим информация хархо ка технологию ка убарталшара ка ирыму хар хошеги хаму ялахтлашеги хаму ахазигракадзе иргылны хаму ава асипше технологию ка ахар хоше зцахо знапалагу убартаргана хела ахадзгаларе айзерхаре узко халатжерстаху ждерот нара куплашис шомаха Ливан и команда и выпшим инергетика проект каздейщика при старок цифровизация старок технология чудскохарху старок алхаса боря борцец команда ядер шолцшипка я будет я хавой убри ахацгала кара ганахилы хатаху и хахалат шерстаху биха кара ахадара райху по экономика министра радаху и выпшим кара туспартака абре астараджа ацхарара хатаху хазахьё амала ихахцоус щитангыла хайсхуцна хайчакны ахцар и халша йота и запхедзо я хаму ресурска усхак эрацудзам я хаму ахчы яшын итешынтуна тапакцаро алша несахет карызги хаурыза экономикызги хаурыза абртастару халатшу паскуянагун. Более 7 тысяч современных приборов учета установлено на сегодняшний день в многоквартирных домах Сухума, Гагры и Гудауты. Также проводятся работы по обновлению внутриподъездных хозяйств. На местах работают порядка 200 специалистов. Все это направлено на улучшение сетевой инфраструктуры и повышение качества электроэнергии. Ирина Аршба продолжит тему.
В Сухуми в многоквартирном доме по улице Вардания идут работы по установке электронных приборов учета. Энергетики Черноморэнерго совместно со специалистами компании Smart Энерго из Татарстана, которая специализируется на создании и реализации под ключ комплексных решений на базе интеллектуальных систем учета электроэнергии, работают несмотря на дождливую погоду. По словам представителя подрядчика, почти в каждом доме они сталкиваются с проблемой запутанных коммуникаций, что осложняет процесс и требует больше времени. Люди с пониманием относятся, доброжелательно, но иногда возникают вопросы. Я думаю, это связано с тем, что у людей свои ситуации, и поэтому немножечко есть иногда волнение. Но к вечеру все равно мы стараемся никого не оставить без электричества. С терпением запасаются все. И иногда бывает позже, чем планируем, там 7-8 заканчиваем. Бывают какие-то сложные коммутации в процессе, видно, исторически так сложилось. Разные квартиры по-разному там объединялись, где-то что-то за стенкой оставалось. И нам по наружным сетям, где мы видим коммутации, иногда трудно понять, приходится спрашивать у жителей какие-то нюансы, если они знают, могут рассказать. Ну и такие моменты, да, они присутствуют, и достаточно много их. Энергетика, можно сказать, главная составляющая отрасль Абхазии, без стабильного функционирования и развития которой невозможно развитие и всей страны. Если лет 5 назад эта жизненно важная артерия Абхазии находилась в плачевном состоянии, то сегодня мы наблюдаем, как отрасль поэтапно выходит из кризиса. Буквально пару лет назад частые аварии и веерные отключения были нормой для страны. Впервые за долгие годы республика перезимовала со стабильным энергоснабжением. Чтобы добиться такого результата, государству пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, а именно привести тарифы к разумным показателям и начать работу по установке приборов учета. У нас в республике ежегодно с 2016 года формируется достаточно существенный и с каждым годом увеличивающийся, только вот последние 3 года мы наблюдаем динамику по его сокращению, дефицит электроэнергии. И он вызван различными факторами, которые способствуют формированию этого достаточно существенного дефицита. И для того, чтобы покрывать этот дефицит, в прошлом году мы приобрели дополнительную коммерческую поставку электроэнергии в Российской Федерации, чтобы пройти безверно, без каких-либо ограничений зиму. И все наши граждане могли это ощутить и увидеть, что электроснабжение подавалось бесперебойно, за исключением тех случаев, когда происходили какие-либо аварийные отключения. Программа установки приборов учета охватывает все районы республики. Сейчас работы продолжаются в Сухуме и Гагре. В Гудауте они уже завершены. Установлено более 7 тысяч приборов. Также проводятся работы по обновлению внутриподъездного хозяйства. Все это направлено на улучшение сетевой инфраструктуры и повышение качества электроэнергии. На наш взгляд, те работы, которые сейчас проводятся, они, конечно же, в первую очередь направлены на улучшение электросетевой инфраструктуры и создание более стабильных условий для работы всей энергосистемы страны. И, естественно, положительный и позитивный эффект, он будет ощутим для каждого гражданина. Эффекта, который мы получим от тех работ, которые проходят сейчас, это наша энергетическая компания Черноморэнерго в будущем позволит проводить эти работы еще более масштабно и затрагивать не только сетевое хозяйство, которое относится к распределительным сетям, но и к высоковольтным. Потому что вся инфраструктура энергетическая, которая у нас сегодня есть, она требует обновления и своевременного обслуживания. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается снижение потребляемости электроэнергии. Такого результата удалось добиться в том числе за счет установки приборов учета. Имея ограниченный ресурс товара, ограниченный ресурс электроэнергии, мы хотим сегодня, чтобы у нас в республике постепенно начала формироваться культура энергосбережения и энергоэффективного использования этого ресурса. Ввиду, еще раз повторюсь, его ограниченности. Это не означает, что граждане и население должны находиться без света, но мы можем и способны его эффективно и рационально использовать, снижая и нагрузки на нашу систему, и снижая тот дефицит электроэнергии, который у нас по году формируется. Поэтому все те мероприятия, которые сейчас проходят, я хочу, чтобы граждане с пониманием относились к ним, именно исходя из вот этой вот необходимой вынужденной культуры формирования энергосбережения. Это первое.
Что касается приборов учета, они в некоторых случаях у нас много абонентов, которые сегодня не оснащены приборами учета, в которых большие технические потери в тех проводках, в тех стояках, которые у них есть. Это нагрузка и потери для всех нас, для всего населения, которое... Нужно сказать, что у нас есть часть добросовестных плательщиков, которые оплачивают ежемесячно положенные им платежи. Однако не все граждане Абхазии с пониманием относятся к установке современных приборов учета или замене старых на новые. Аргументируют это недоверием, ссылаясь на то, что умные счетчики показывают некорректные данные, превышающие реальные показатели. По словам специалистов, такое мнение ошибочно. Есть такое утверждение у наших граждан, что те приборы учета, которые мы сегодня устанавливаем, скажем так, пишут больше, чем их приборы учета. Ну, такого фактора у нас нет. И всему, вот у нас в течение 2 лет было порядка 380 обследований проведено, то есть это реагирование на обращение наших граждан. Мы не оставляем это все без внимания, мы на словах не пытаемся людям доказать о том, что наши приборы учета работают корректно. То есть мы выезжаем, создается комиссия, есть определенная процедура, по которой проводятся эти сравнения. И ни одного случая не было такого, чтобы те приборы, которые, именно абонентские приборы, которые были установлены правильно, дали какую-то разницу с нашим прибором учета. Около 80% подключений в многоквартирных домах, где уже проведены работы по установке счетчиков, были несанкционированными, подчеркнул Даур Пипья. Конечно, у этих абонентов счета за электроэнергию будут выше, чем они привыкли платить. Из того объема, который мы вот сегодня провели, да, вот все вот эти работы, были выявлены очень много абонентов, которые подключали часть своих домовладений скрытым монтажом, там каким-то образом они пытались скрыть свое потребление. Ну, естественно, когда всю инфраструктуру меняешь, это все выявляется. И с этим, наверное, тоже связано, да, нежелание устанавливать наши приборы учета, потому что те абоненты, которые на протяжении многих лет, можно сказать, были неподконтрольны, которые оплачивали за электроэнергию тогда, когда они имели, там, скажем, такую возможность или когда они сами того желали, сегодня сложно принять тот факт, что за электроэнергию надо платить и надо платить своевременно. От улучшения качества электроэнергии зависит и энергопотребление. Чем выше напряжение, тем меньше потребления. Кроме того, нет риска, что ваш электроприбор выйдет из строя. Даур Пипья также развеял миф, что современные приборы учета считают электроэнергию даже при выключенных электроприборах. Зарядочное устройство без телефона потреблять не будет. То есть как и пришла электроэнергия заряжена, так заряженная, и она обратно и уходит. Она, то есть не разряжаются эти электроны. Соответственно, оно садится в учет реактивной энергии. Но там это мизер, но и в то же время мы его не ставим под учет. Это понимание для нас, какое количество электроэнергии вернулось непотребленной. То есть никакому абоненту это на счет не садится никаким образом. Вот это есть понятие активной и реактивной энергии. Просто, естественно, сейчас не все у нас энергетики, не все в этом разбираются, но очень часто приходится вот эти моменты тоже людям объяснять для того, чтобы было понимание, что розетка, которая включи, она садится на реактивную энергию. То есть она не будет к вам, как счет это не придет. До конца этого года по всей республике будут установлены 60 тысяч приборов учета. Население Абхазии должно переосмыслить отношение к электроэнергии. Необходимо научиться бережно относиться к этому стратегически важному ресурсу. Времена, когда свет горел круглосуточно и без надобности, и когда за него не считали нужным платить годами, должны остаться позади. Ирина Аршиба, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.
Конфискованное в ходе оперативных мероприятий оборудование для добычи криптовалюты утилизовано. Во исполнение решения Чемчирского районного суда Госстандарт Абхазии совместно с Госкомитетом по управлению госимуществом и приватизации, Службой судебных исполнителей и МВД уничтожили майнинг-аппараты, изъятые в рамках борьбы с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты на территории Абхазии. Процедура прошла в присутствии представителей государственных органов, ответственных за контроль и надзор в сфере энергетики и имущественных отношений, что обеспечило полную прозрачность и законность всех этапов утилизации. 5 июня в республике официально откроется купальный сезон, а значит, будет дан старт и курортному сезону. По словам министра туризма Астамура Логуа, республика готовится к приему отдыхающих, развивая сервис и расширяя географию туризма. В то же время министр подчеркнул, что из-за дождливой погоды в этом году сезон начнется позже обычного, с конца июня. Однако, по мнению специалистов, сезон удастся продлить за счет теплой осени. В первую очередь я должен отметить, что мы не можем сейчас заранее сказать, спрогнозировать до конца будет тяжело, каким будет сезон 2026 года. Тут есть много разных обстоятельств, причин, по которым он может быть лучше, а может быть на уровне прошлого года. В то же время я должен отметить, что мы еженедельно общаемся с крупными туристическими компаниями, нашим абхазским бизнесом, российским бизнесом, которые вместе работают над тем, чтобы Абхазию посещало все больше и больше гостей. Есть, конечно, у каких-то компаний проседание, у каких-то компаний небольшой рост, но в принципе в общем нам обещают, люди работают, трудятся на то, чтобы сезон был хорошим, чтобы сезон не был хуже, чем сезон 2025 года. С каждым годом увеличивается запрос на горно-пешеходные маршруты. Люди интересуются не только морем, нашей культурой, природой и не только прибрежной ее частью, а хотят посещать наши горы. И мы подготовили в этом году 15 горно-пешеходных экскурсоводов. Их раньше не было. Большая конкурентность среди туристических направлений. Это раз. Второе, обратите внимание на погодные условия. Погода тоже у нас изменилась немножко. Погода сдвинулась, и лето у нас, можно сказать, начинается с конца июня, а не с начала июня. Поэтому поток растет в осенний период. Ответственно заявляю, что стараемся презентовать, продвинуть нашу страну, повысить уровень привлекательности. За счет чего? За счет повышения уровня сервиса. По этой причине мы весь год работали над тем, чтобы наконец-то у нас появилось положение классификации. Мы начнем классифицировать отели. Мы, открыли Академию сервиса. Мы сейчас проводим интересные мероприятия на точках входа. Это в аэропорт города Сухум, это, граница наша по реке Псов, это железнодорожные станции. Там будут открываться туристско-информационные центры. Мы делаем все для того, чтобы нашим гостям, прилетающим или приезжающим в Абхазию, было максимально комфортно, максимально хотим презентовать всех тех людей и компаний, которые занимаются в сфере туризма. Почему это важно? Потому что человек, который прилетает в Абхазию, он не все знает про нашу страну и про возможности бизнеса, которые предлагают наши, бизнесмены. По этой причине мы выступаем и в роли, рекламного, можно сказать, агентства, презентуя нашу страну и показывая ее новые возможности. Напомним, благодаря решению Владимира Путина дети до 14 лет смогут въезжать в республику по свидетельству о рождении. Это упрощает въезд туристов с детьми в Абхазию, а значит, не скажется на турпотоке. Также увеличению турпотока будет способствовать транспортная доступность республики.
все вместе, начиная в первую очередь с президента республики. Вы видите, на любом форуме наш президент продвигает нашу страну, пытается договориться. Мы говорим о том, что с каждым днем увеличивается география полетов, расширяется. Вот мы совершенно недавно услышали, что из Минвод полетит самолет в Абхазию. Это очень важно. Если у нас будет широкая география полетов и много городов, из которых будут прямые рейсы в город Сухум, то, безусловно, это положительно будет влиять на развитие туристической индустрии и туристического потока в целом по Абхазии. Всю ответственность понимаем, все чаяния наших людей понимаем, но должны все вместе работать над своим качеством, над своим сервисом. Мы стараемся сейчас проводить разного рода, скажем так, конкурсы, презентации, продвижение малого бизнеса в сфере туризма для того, чтобы еще раз прорекламировать тех людей, кто занимается туризмом, у кого небольшой номерной фонд, для того, чтобы они, в конце концов, тоже получали своих туристов, гостей, принимали их в своих объектах. Но есть, еще раз повторюсь, объективные причины, как погодные, так и курс доллара в целом, так и вообще сложное положение в братской для нас Российской Федерации. Но я еще раз, все-таки полагаясь на те данные, которые мне дают туроператоры и турагенты, работающие по направлению Абхазии, очень надеюсь на то, что совместными усилиями мы сделаем так, чтобы сезон 26 года не был хуже сезона 25 года. С 15 мая начнет курсировать судно «Комета», которое будет связывать порты Сухума и Сочи. Для пограничного контроля приезду «Кометы» переоборудовали терминал Сухумского морского порта. Теперь пересечение госграницы будет осуществляться в выделенной для этого зоне. Как сообщил заместитель генерального директора Абхазского морского пароходства Адам Аргабуня, маршрут планируется выполнять до конца октября. Рейсы будут совершаться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Отправление в 9 утра из Сочи. Время в пути от 2 до 2,5 часов. Маршрут Сочи-Сухум-Сочи будет выполняться скоростным пассажирским судном на подводных крыльях типа «Комета». Судно принадлежит оператору ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», и они непосредственно будут осуществлять эти рейсы. В соответствии с планом в неделю будут осуществляться 2 рейса, во вторник и в пятницу. Рейсы будут утром по графику, планируется в 9 утра, это выход из порта Сочи в направлении порта Сухум, соответственно. Время в пути займет от 2 до 2,5 часов. Если будет хорошая погода, обычно так, море максимально спокойно, обычно это 2-2:10 даже занимает. Очень удобно и комфортно для туристов, то есть этот переход с красивым живописным пейзажем и достаточно быстрый, учитывая, особенно в летний период, мы все прекрасно понимаем, знаем, что и автомобильный транспорт, и железнодорожный транспорт, несмотря на хорошие высокие требования по комфорту, соблюдаемые на известном нам маршруте, на электрички Диаскурия. Тем не менее, из центра Сочи в центр Сухум в летний пиковый сезон, скорее всего, «Комета» будет самым быстрым видом транспорта, который доставит с комфортом еще и с таким пейзажем красивым нашего побережья туристов, да, и, в принципе, жителей Абхазии из Сухума в Сочи и обратно. Ориентировочно до конца октября планируется продлить эту навигацию. Естественно, в связи с погодными условиями, возможно, будут вноситься в график какие-то коррективы, но информацию о том, какие будут изменения, нам, соответственно, мы будем информировать. Плюс постоянно, оперативно можно будет на сайте cometaexpress.ru, это сайт нашего перевозчика, оператора «Морские пассажирские перевозки», достаточно четко, все информативно, все там есть. На сайте можно приобрести билеты. Билеты также можно будет приобрести в порту Сочи и в кассе порта Сухум. На текущий момент установлена стоимость билетов стандартная 2800 рублей в один конец. То есть переход либо из Сочи в Сухум, либо из Сухума в Сочи будет стоить 2800 рублей. На ближайший рейс, насколько мне известно, есть акционные какие-то цены, там 1000 рублей всего-навсего. Но это, наверное, будет как некая акция, но пока как стандартная стоимость установлена в размере 2800 рублей. Детский билет, насколько
мне известно, на сайте висит информация 2520. Опять же, это вопросы, которые необходимо будет постоянно смотреть, мониторить. В Абхазии с небольшим опозданием приступили к весенне-полевым работам. Неблагоприятные погодные условия стали причиной их задержки. Министр сельского хозяйства Беслан Перцхеля совершил рабочую поездку в восточные районы республики, чтобы оценить готовность к сезону, узнать, чем помочь аграриям. Это его второй выезд в ранге министра. Ранее он посетил Гагрский, Гудаутский и Сухумский районы. Особое внимание было уделено готовности машинно-технологических станций. Дефицит квалифицированных специалистов, потребность приобретения запчастей и колес для техники среди главных проблем. Министерство сельского хозяйства готово оказать всестороннюю поддержку в решении этих вопросов, отметил глава ведомства. Беслан Перцхеля подчеркнул важность предстоящего года, объявленного президентом годом села, и призвал приложить максимум усилий для помощи сельским жителям. Он напомнил, что каждому селу будет выделено по 1 миллиону рублей, и сельчане сами примут решение, на какие нужды направить эти средства. Беслан Перцхеля также сообщил, что в ближайшее время будет создана государственная комиссия по отбору проектов на участие в госпрограмме развития сельского хозяйства, на реализацию которой в этом году выделено 500 миллионов рублей. На ближайшее время запланированы инспекционные поездки с целью ознакомления с ходом реализации уже отобранных проектов. В рамках поездки министр провел встречи с главами Галского, Чемчевского районов Константином Пиля и Алхасом Каца. Обсуждались ключевые вопросы развития аграрного сектора, включая работу МТС районов и реализацию ведомственной целевой программы по развитию сельского хозяйства Абхазии. Сегодня мы проинспектировали 3 района. До этого ездили еще в 2 района. До этого еще мои коллеги ездили в Гудаутский и Гагрский район. Я, в частности, посетил Сухумский район, Кулерипский район, Тварчевский район, Гайский район и завершил свою поездку сегодня в Чемчевском районе. Мы ездили проинспектировать состояние наших МТСов, которые должны сегодня оказать помощь, поддержку нашим крестьянам. Самый главный сезон, который должен был уже начаться, как обычно, ежегодно начинается в связи с непогодными условиями. Погода, естественно, свое всегда берет. Это не связано с нами, не связано с техникой. Техника полностью готова во всех районах, где мы ездили. Более того, скажу, что есть села, которые есть районы, которые уже давно начали вспашку и спахали больше, чем в прошлом году. Такие тоже есть районы. Хотя есть такие районы, как Гайский район, у них, как правило, как раз в этот сезон начинается только пахота. Поэтому все районы разные. И Чемчевский район, Гудаутский район, в том числе и Гайский район, это аграрные районы, которые мы обязательно будем поддерживать во всем. Что хочу сказать о тех проектах, которые будут в дальнейшем осуществляться. Как вы все знаете, президент страны Бадр Зурович Кумба объявил, что на этот год в помощь крестьянам будет выделена определенная сумма в размере 500 миллионов рублей. Туда входит обновление техники МТСов, туда входит помощь, поддержка села, туда входит помощь каждому селу по 1 миллиону рублей. И, в общем, серьезные проекты, которые мы должны проконтролировать, осуществить. Есть работа прошлых лет показала, что эти проекты дают результат. Люди довольны. Мы еще будем ездить с инспекцией, проверять проекты прошлых лет. Поэтому мы готовимся к созданию этой комиссии и готовы работать над этим делом. В МИД России заявили, что курс России на обеспечение мира и всесторонней безопасности Абхазии и Южной Осетии не изменен. В дипломатическом ведомстве отметили, что подобный вектор внешней политики полностью отвечает интересам как обеих республик, так и России и будет продолжено.
Заявление Москвы последовало на фоне подписания договора между Южной Осетией и Российской Федерацией об углублении союзничества и взаимодействия. Договор затрагивает многие аспекты двусторонних отношений, включая оборону, энергетику, транспорт, свободный рынок. И народ, и руководство республики хотим еще раз выразить вам огромную благодарность за масштабную поддержку республики и народа республики. Такое продолжительное время. Сегодня мы реализуем инвестиционную программу. В прошлом году программу мы выполнили на 95%. Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году этого договора. Мы, как и предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию. Так же, как и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование. Разумеется, будем, как и прежде, уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Мы поговорили с бывшим министром иностранных дел Южной Осетии Давидом Санакоевым. По его словам, заключенное соглашение закладывает фундамент для прочного взаимодействия не только между Москвой и Цхинвалом, но и с Сухумом. Для нас развитие союзнических отношений как с Российской Федерацией, так и с Абхазией, вот если говорить только в нашем контексте вот этого треугольника, как вы обозначили, для нас это вопрос стоит не первый год, мы его обсуждали многократно, и мы всегда готовы к вот таким видам сотрудничества. У каждой из наших стран, несмотря на наши теплые дружеские отношения, есть свой путь развития, и об этом мы слышим и со стороны Сухума, и со стороны Цхинвала. Например, я вот со стороны Сухума слышу то, что, значит, Абхазия должна развиваться в фарватере независимого государства, конечно же, в тесных взаимоотношениях с Российской Федерацией, с другими партнерами, которые признают эту государственность. Вот это взаимодействие, о котором мы сегодня говорим, оно у нас продолжается не один год, оно становится за последние годы все крепче и развивается. Конечно, у нас налажены огромные связи и в правовых вопросах также. Многие позиции, которые были там, они для нас не новые, они отражены в других договорах, но здесь они как бы собраны, наверное, в одно место, в один договор. И тут необходимо также отметить, что наш курс, он всегда являлся таким добрым, дружеским по отношению и к Российской Федерации, и наоборот, от России к Южной Осетии. И в 2015 году, когда мы первый раз, значит, еще раз подтвердили общие свои позиции и в вопросах обороны и безопасности. Они были отражены в договоре о союзничестве и интеграции. Вот сейчас они также вот в этом же договоре от 9 мая отражены. Вот это говорит о том, что мы не изменяем своим принципам, которые были подписаны еще в 2008 году. Это был первый основной договор после признания Южной Осетии. Будет играть одну из ключевых ролей в регионе непосредственно. Тут самое главное, чтобы наши власти точно так же относились вот к этим же договорам, как к ним относится Российская Федерация. Научная конференция к 90-летию со дня рождения профессора, историка, кавказоведа, этнографа Георгия Амичба прошла в Абхазском государственном университете. С докладами выступили ученые, историки, которые говорили о научных исследованиях профессора. Георгий Амичба – автор свыше 100 опубликованных работ, в том числе 70 научных трудов, среди которых 10 монографий. Основные направления его исследования – раннесредневековая история абхазского народа. Он также известен как блестящий переводчик. В свое время трудился в стенах Абхазского института имени Гуля, работал заведующим кафедрой истории, археологии, этнологии Абхазии в ОГУ, также вел курс лекций по истории древнего мира и средних веков в Абхазии.
Работы Амичба отличаются тематической широтой и внутренней целостностью. В центре внимания специалиста находились ключевые проблемы политической, социально-экономической, культурной истории Абхазии античного и средневекового периодов, вопросы источниковедения, антропонимии, этнокультурных процессов. При этом все направления его исследования объединены общей методологической установкой, стремлением рассматривать исторические явления в их многоуровневой взаимосвязи в широком историко-культурном контексте. Более 45 миллионов рублей поступили на счета культурно-благотворительного фонда «Ашана» в прошлом году. Помощь оказали 82 тяжелобольным детям. Было проведено 20 благотворительных акций и уроков добра, в рамках которых неравнодушные люди собрали не 1 миллион рублей. На отчетном собрании фонда побывала Милана Акрба. 14 лет непрерывной работы. И именно столько существует благотворительный фонд «Ашана». За это время удалось помочь многим нуждающимся, и прошедший год не стал исключением. Команда фонда поделилась результатами проделанного пути, рассказав о ключевых акциях и значимых проектах за 2025 год. Фонд подготовил для гостей короткометражный фильм, где через истории своих подопечных напомнил зрителям о важности не проходить мимо чужого горя и неугасаемом стремлении к жизни. Учредитель фонда Беслан Шакая отметил, что Ашана – это зеркало национальной души, где вклад каждого неравнодушного становится мостом к надежде. Момент, который нельзя оставить без внимания, и это доверие. Обратите внимание, тот посыл, который фонд направляет людям, вызывает у них одно чувство – желание помогать. А у тех, кто получает эту помощь, ответная благодарность за все то, что люди делают. Именно так рождается связь между нами и теми, кто доверяет фонду свои средства и свою надежду. Сама сопричастность была изначально создана для того, чтобы в первую очередь объединить доверие разных людей. Потому что без причастности нет благотворительности, и это получается простой перевод денежных средств. А мы строим живое сообщество здесь, прямо сейчас и на будущее. И мы это делаем хорошо. 82 тяжело больных ребенка получили помощь от фонда. Это стало возможным благодаря тому, что на счета организации поступило более 45 миллионов рублей. Эти деньги пошли на лечение и другие нужды. По словам директора фонда Мактины Джинджуля, в 2025 году было проведено 20 благотворительных акций, а на аукционе впервые в истории фонда с молотка ушли все лоты. Я хочу выразить большую благодарность всем художникам, творческим людям, партнерам, которые на наших аукционах передают свои работы безвозмездно. Мы реализуем эти работы, а вырученные средства направляем на лечение детей. В прошлом году в рамках этого же аукциона, ведущим которого был тот же наш Абхаз Монархия, все лоты ушли с молотка, и была собрана вся заявленная сумма 1 миллион 700 тысяч рублей. И вся необходимая сумма на операцию Темея, учуберия нашего подопечного с редким диагнозом несовершенный остеогенез была оплачена. Представитель МИД Олег Барцыц отметил, что самое главное – это здоровье детей, которые получают социализацию, возможность реализовываться в обществе и быть его неотъемлемой частью. О котором кратко хочу сказать. Помимо количества детей, которых вы вернули к жизни, социализировали, дали надежду, вы занимаетесь еще и врачеванием, если хотите, нашего общества. Вы внедряете эти высокие стандарты культуры в повседневную жизнь нашей небольшой страны. Это, конечно, стоит очень дорогого. Это и усилия не только фонда Ашана. Я вижу и всегда очень пристально за этим слежу.
Успех фонда не был бы возможным без медийного освещения, в частности, без личного участия директора ГТРК Ирины Агарба. Фонд отметил своих ключевых информационных партнеров памятными дипломами. Помимо нашего телеканала, фонд отметил работу АБЗ ТВ, Апснепресс, Спутника. Прошедший год в работе фонда доказал, что люди по-прежнему умеют чувствовать чужую боль как свою. Милана Агарба, Раму Камке, Абхазское телевидение. В Гагарской районной больнице открылась детская комната. Проект реализован командой Абхазии при поддержке Минздрава, Народного фронта и правительства Московской области. Ирена Богатели расскажет детали. Попадание в больницу – это всегда стресс, в особенности для детей. Для создания безопасной и уютной среды в рамках социального проекта «ОНО» команды Абхазии в Гагарской районной больнице открылась детская комната. Стены этой комнаты украшены яркими героями известных мультфильмов, что помогает детям чувствовать себя спокойнее и уменьшает их тревогу, что, безусловно, положительно сказывается на их самочувствии. Внутреннее пространство полностью обновлено, проведен ремонт, установлена новая мебель и завезены игрушки, которые помогают родителям и медицинскому персоналу отвлечь детей. Эта комната важна не только для детей, но и для их родителей, обеспечивая им душевное спокойствие. Для детишек, чтобы было место комфортного времяпрепровождения, чтобы это все на самом деле может казаться какой-то мелочью, деталью, но вот такие мелочи и детали в совокупности, они вот создают общую картину, которая конечным потребителем которого являются наши граждане. И ну, вот как вы все можете видеть, здесь на самом деле все сделано все максимально комфортно, красиво, аккуратно, для того, чтобы наши детишки могли проводить здесь время. Этот маленький, но очень важный шаг был предложен финалистами первого сезона команды Абхазии и реализован при поддержке Министерства здравоохранения, Народного фронта и правительства Московской области. Проект направлен на поэтапное обновление детских пространств в медицинских учреждениях республики. Эти ребята действительно были вовлечены в процесс не меньше наших финалистов, которые занимались руководством данного проекта, вплоть до мелочей, рисунков и количества определенных там прямо вот это продумывание деталей. И я хочу поблагодарить руководство данного учреждения, которое с удовольствием нам эту возможность предоставили и поддерживали. Мы со своей стороны постарались максимально их запросы тоже учесть в реализации этого проекта. Хочется, чтобы пациентов лечебных учреждений, особенно детей, было как можно меньше, но это жизнь, и поэтому люди обращаются. И дай Бог, чтобы, обратившись в больницу, люди, скажем так, не в негативном каком-то ключе этого воспринималось, а была возможность именно вот провести время не только приятно, но и полезно. Первая детская комната была открыта в Сухумской детской поликлинике номер 4. Здесь дети могут не только ожидать приема, но и играть, читать книги, смотреть мультфильмы и отвлекаться от болезни. Проект реализуется сразу в нескольких городах – Сухуми, Гагре, а в ближайшее время в Гудауте, Ачимчире и Гале. Ирена Богателия, Адам Ирджения, Абхазское телевидение. Международный турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти первого президента Абхазии Владислава Арзымба, открылся в Сухуми. В турнире участвуют 6 команд: Ирстон, Южная Осетия, Ирцах Очимчира, Керас Пицунда, Рубин Сухум, Арсенал Романов, Калининградская область и ветераны Ростовская область. В день открытия турнира встретились футболисты из Хинвала и Пицунды. Игра закончилась со счетом 3-4 в пользу Керас. Турнир продлится до 17 мая. Сколько бы времени ни прошло, пока живет абхазский народ, наша страна, она будет вечная. Память о Владиславе Григорьевиче Арзымбе всегда останется в сердцах нас, тех, кто рядом с ним работал, и молодого поколения, которые будут продолжать то великое дело, которое он делал и создавал. Он был лидером не просто государства, он был духовным лидером, который объединил народ Абхазии. И были враги, фашисты, которые хотели уничтожить наш народ, были изгнаны с нашей территории. Ему он создавал фундамент, и все, кто вместе с ним работал, создал фундамент государства, который продолжает и крепко стоит на ногах, и страна движется вперед.
У истоков создания этого турнира стоял Кару Бастанджан, Алик Минасян, Шарова. Эти люди первыми заложили основу этого турнира. Он проводился в Пицундах, но мы приняли решение, что все-таки этот турнир должен иметь статус республиканского международного турнира, так как носит имя первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба. Мы выражаем огромную благодарность людям, которые основали и долгие годы вели этот турнир и проводили его на достаточно высоком уровне. И в конце выпуска информация о погоде. В четверг, 14 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами ночью возможен кратковременный дождь, гроза, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 18-23, температура морской воды плюс 14. Абриала Охапех директора программа Хорб Шоу, Пацхалб Хашоуайт, Абзерас.